В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Реализация инвестиционных проектов и сотрудничество с компаниями. Первый день работы Якутского нефтегазового форума стартовал в Мирном. Новые пути финансовых ресурсов. Дмитрий Медведев рассказал, на что будет ориентирован федеральный бюджет в ближайшие годы. Крупнейшие в мире, более 800 участников из 30 стран прилетели в Россию, чтобы представить свои новинки на авиасалоне «Макс». Прямое включение из Жуковского. Вооружен, но уже не опасен. Сотрудника транспортной полиции Якутии, сбежавшего с стабильным оружием, задержали. Объединить усилия для борьбы с бездомными животными. В Ленске городская и районная администрация нашли способ решения проблемы. Первый звонок и счастливые улыбки ребят. Готова ли школа в новом микрорайоне столицы к учебному году и как обеспечена безопасность учащихся? Завершается первый день первого нефтегазового форума в Мирном. Сегодня в рамках форума запустили промышленный участок на Среднебутовинском нефтегазоконденсатном месторождении. Его разрабатывает компания РНГ. Она добывает 900 тысяч тонн нефти. А со следующего года планирует выйти на показатели в 1 миллион. В таком случае компания станет третьей по объемам добычи нефти в республике. Подробнее о событии расскажет Алексей Соколов. Пожалуй, главным событием на форуме стало заявление Айсена Николаева о пуске первых объемов газа по газопроводу «Сила Сибири». Это заявление он сделал сегодня, открывая пленарное заседание первого нефтегазового форума. Я предлагаю послушать, что сказал глава Якутии. Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода «Сила Сибири». Старт его строительства ровно 5 лет назад, 1 сентября 2014 года в городе Якутске, дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня я могу с этой трибуны сказать, что буквально вчера началось уже заполнение газопровода «Сила Сибири» газом. И 1 декабря, мы уверены, этот самый масштабный в мире трубопроводный грандиозный проект заработает, и это огромное достижение всей нашей великой страны. Если говорить про саму площадку, то на пленарном заседании первого нефтегазового форума много говорили о том, что необходим открытый диалог между недропользователями, органами исполнительной, законодательной властей, ну и, конечно же, общественности, особенно в вопросах подготовки местных кадров и в вопросах экологической безопасности. Сегодня перспективы у нефтегазовой отрасли на западе Якутии большие. Те компании, которые работают и которые были представлены на форуме, это ни много ни мало дочерние предприятия таких компаний, как Роснефть, Газпром. Кроме того, было руководство Росгеологии, ну и китайской Сириус. Сегодня много обсуждается инвестиционная привлекательность этих территорий. Это в первую очередь Мирнинский, Сунтарский, Ленский, Алекминский районы. Сегодня запасы газа позволяют говорить о перспективах на многие десятилетия. И то, как произойдет этот самый диалог, к которому призывают участники форума, многое будет и зависеть дальнейшая работа тех предприятий на территориях, которые я перечислил. Компания имеет 7 лицензионных участков. Будем работать, динамично развиваться. Компания динамично развивается. Я думаю, что, по крайней мере, хотя бы раз в 2 года мы будем вот такие мероприятия проводить. И будем запускать новые и новые объекты. Ну и основным итогом форума стало подписание 9 соглашений. Эти соглашения рамочные, которые определяют перспективы направления, которые определяют работы в отрасли. Ну и завершая сегодня пленарное заседание, Айсен Николаев поздравил всех работников отрасли с их предстоящим профессиональным праздником. Ну и глава Мирнинского района Решат Нургалиевич также отметил, что для Мирнинского района, кроме как основного праздника алмазодобычи, теперь появился еще один дополнительный. Это профессиональный праздник работников нефтегазовой отрасли, что, несомненно, говорит о том, что в районе по-серьезному относятся к тому, что ждет Мирнинский район в перспективе. Алексей Соколов, Павел Пахомов, Мирный.
Еще одна новость также пришла с поля нефтегазового форума. Территорию опережающего развития индустриальный парк Кангаласа могут переименовать в Тор Якутия. Связано это с ее расширением на всю территорию республики. О планах властей Якутии сообщила министр экономики региона Майя Данилова. Глава регионального ведомства добавила, что в состав расширенной Тор могут войти нефтегазовые компании, работающие в Западной Якутии. Проект создания территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласа начали реализовывать в 2015 году. Администрация Якутска выделила на эти цели 138 гектаров земли. На территории монопрофильного поселка Кангаласа создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства. Именно на развитие социальной сферы в ближайшие 3 года будет ориентирован в первую очередь федеральный бюджет страны. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. Кроме этого, глава Кабмина в ходе совещания о расходах федерального бюджета на 2020-2022 годы отдельно прокомментировал каждое вышеупомянутое направление бюджетных расходов и подробно рассказал о проектах, на развитие которых планируется направить финансовые ресурсы. Сосредоточимся на поддержке многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, продолжим регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Ну и, конечно, будем поддерживать людей старшего возраста, чтобы они дольше оставались активными. Сейчас 12 регионов отрабатывает методику долговременного ухода за пожилыми людьми, за инвалидами. Затем эту систему нужно будет внедрить по всей стране. Жители освободят от платы за твердые коммунальные отходы, по крайней мере, на 3 ближайших месяца. Это произойдет из-за перерасчета с начала года. В чем же причина и как будем теперь платить, дальше расскажет Сарглан Захарова. Тема обращения с твердыми коммунальными отходами и тарификации этой услуги не дает покоя россиянам уже много месяцев. С 1 января этого года вступил в силу новый закон. Теперь мусором занимается в каждом регионе свой региональный оператор. В случае с Якутией их целых 3. Из-за большой территории, конечно. Центральную зону обслуживает компания «Якутск Экосети». Планы на начало были самые амбициозные: раздельный сбор мусора, утилизация, переработка. Все как в прогрессивных странах Европы. В том числе большим началом к чистому будущему должен был стать новый мусорный полигон в столице. Планировали его построить уже в этом году. Даже заложили в стоимость услуги размер расходов на его обустройство. Выделили землю на 26-м километре Вилюйского тракта. Прошло больше половины года, но ни полигона, ни теперь уже земельного участка нет. Говоря о причинах потери участка, он не прошел экспертизу у природоохранных ведомств. Экспертиза шла достаточно долго, пытались доработать проект. Многие замечания или недостатки были устранены, но появились новые. Что с моей точки зрения серьезное, это что выяснилось, что грунты, которые расположены, они для этого малопригодны. И это стало одной из ключевых причин освобождения жителей столицы и поселка Жатай от данной статьи расходов на ближайшие 3 месяца. Нет обещанного полигона, нет денег от населения. К такому решению глава республики пришел на совещание с регоператорами, которое прошло на этой неделе. Айсен Николаев отметил, что Якутская Экосети ненадлежащим образом исполнял свои обязательства. Сегодня накопилось достаточно много проблем, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов. Начнем с того, что есть объективные причины. Отсутствие современной инфраструктуры, нехватка площадок для накопления отходов, спецтехники. Но вместе с тем остро стоит вопрос заключения договоров с организациями и физическими лицами. Эта работа должна проводиться региональным оператором в тесной связи с муниципальными образованиями, сказал Айсен Николаев. Теперь стоимость услуги меньше на 32%. Если старая цена была 131 рубль за одного человека, то новая на уровне 88 рублей. Причем решили пересчитать тариф с 1 января текущего года. Так получается, что в месяц каждый житель столицы переплачивал за услугу 42 рубля 72 копейки. А в общем за 7 месяцев переплата накопилась в размере 299 рублей. В свою очередь эту сумму разложили на части и вышло, что горожане оплатили наперед сразу за 3 месяца и частично за 4-й. В ноябре в квитанциях стоимость услуги посчитают по тарифу 33 рубля 81 копейка за человека.
Это не касается вопроса изменения регионального оператора. Региональный оператор как был утвержден по итогам конкурса проведенного, так и он и остается действовать. Это речь идет именно о тарифах. В тарифном законодательстве написано, что когда мы видим, что инвестиционная программа не выполняется, мы обязаны это снимать с тарифов. Новый тариф официально утвердят в Госкомцене 30 августа. Он будет включен в документ уже без учета инвествложений по строительству нового полигона. Когда его вернут в стоимость услуги, пока неизвестно. Однако можно с уверенностью сказать, что платить за несуществующие работы якутяне точно больше не будут. Один из крупнейших авиасалонов в мире «МАКС-2019» открылся в подмосковном Жуковском. 800 участников из 30 стран прилетели в Россию, чтобы представить свои новинки. Рекордсмен в плане презентаций, конечно же, наша страна. В эти дни проходит деловая программа, в которой активно принимают участие делегации, в том числе и из Якутии. С нами на прямой связи Максим Кардозу. Узнаем у него, какие новые воздушные суда в скором времени освоят небо над нашей республикой. Максим, здравствуй. Тебе слово. Приветствую, Андрей. Буквально полчаса назад произошло подписание соглашения между полярными авиалиниями и Уральским заводом гражданской авиации на приобретение 10 новеньких легкомоторных самолетов Л-610. И это такое знаковое событие, конечно же, для нашей республики, потому что эти новые самолеты должны заменить в будущем Ан-24. Ан-24 – это, конечно же, прекрасная машина, но она сильно устарела. И вот эксперты вообще говорят о том, что вообще 60% всего авиапарка, который обслуживает нашу республику, требует модернизации. И сейчас в этом направлении, конечно же, идет большая работа. И сегодняшнее подписание соглашения – это вот один из его этапов, чтобы сделать пассажиропотоки, пассажироперевозки в нашем регионе безопасными, удобными и комфортными. И немножечко о самом самолете Л-610. Он вмещает 40 пассажиров, может также перевозить грузы, участвовать в санавиации, например, в чрезвычайных ситуациях. Также он может приземляться на грунтовые поверхности, на снег и может работать в экстремальных условиях. От плюс 50 до минус 50 он уже проходил испытания в Скандинавии. И вот практически на 90% он готов. В 2024 году начнется выпуск этих машин. И давайте послушаем генерального директора авиакомпании «Полярная авиалиния», что он рассказал о сегодняшнем подписании. Стратегия развития авиации республики предусматривает замену самолетов Ан-24, Ан-26. Средний возраст этих воздушных судов составляет 44 года, и в ближайшие 5-7 лет они будут выведены из эксплуатации. Поэтому для нас одним из приоритетных проектов является приобретение самолетов Л-610 на замену этих самолетов. И мы с Уральским заводом гражданской авиации сейчас отрабатываем техническое задание с точки зрения именно применения в нашей республике. Это посадка на грунтовые полосы, испытания в условиях низких температур. Надо сказать, что якутские авиаторы имеют большой опыт эксплуатации еще советских времен самолета Л-410 19-местного, а самолет Л-610 40-местный должен действительно стать основой для перевозок внутри нашей республики, особенно в арктические районы нашей республики. Можно сказать о том, что авиасалон МАКС-2019 знаковый для нашей республики, потому что на его площадках было подписано и еще будет подписано много различных соглашений. Все они связаны с обновлением авиапарка, ведь, конечно же, авиация в Якутии – это один из самых главных транспортов, ведь во многие села можно добраться только по воздуху. Так что, друзья, будем ждать эти все новинки в нашем регионе. Андрей? С нетерпением ждем изменений в якутской авиаотрасли. Максим, спасибо. Я напоминаю, что на прямой связи из подмосковного Жуковского, где в эти дни проходит авиасалон МАКС-2019, был наш корреспондент Максим Кардозу. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Вооружен, но уже не опасен. Сотрудника транспортной полиции Якутии, сбежавшего с стабильным оружием, задержали. Объединить усилия для борьбы с бездомными животными. В Ленске городская и районная администрация нашли способ решения проблемы. Первый звонок и счастливые улыбки ребят. Готова ли школа в новом микрорайоне столицы к учебному году и как обеспечена безопасность учащихся? Мы продолжаем рассказывать о главных событиях уходящего дня.
Сотрудника транспортной полиции Якутии, сбежавшего с табельным оружием, задержали. Об этом рассказал источник нашего телеканала в силовых структурах региона. Напомним, в начале недели сержант транспортной полиции получил табельный пистолет Макарова на утреннем разводе, но не явился к месту службы. В МВД пока не дают официальных комментариев. Других подробностей собеседник нашего телеканала не предоставил. 7 пожаров в зоне обслуживания и контроля республики ликвидированы за прошедшие сутки. Сейчас в Якутии ведутся работы по тушению 5 лесных пожаров в Абыйском, Верхоянском и Вено-Бытантайском районах. Локализованы 2 пожара в Среднеколымском и Нерингринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила 451 гектар. Под наблюдением находятся 84 термоточки в труднодоступных зонах. В тушении лесных пожаров задействованы около 160 человек и 8 единиц техники. А тем временем бойцы авиалесоохраны Якутии завершают пожароопасный сезон. Лето в республике выдалось довольно сложным. Сегодня в якутском авиаотделении трудятся 23 пожарника, из них 15 парашютистов и 8 десантников. Отделение мониторит центральные районы и город Якутск. Помимо этого, бойцы якутского отделения по мере необходимости помогают другим отделениям республики. Так, в этом году пожарники-десантники трудились в Верхоянском районе, где около 2 месяцев полыхал большой лесной пожар. Также бойцы на местах учили население техники тушения огня. Хочу отметить, если сравнить с прошлым годом, то количество пожаров, ликвидированных в день обнаружения, ликвидированных на более небольших площадях, оно все-таки меньше, чем в прошлом году. Наибольшей сложности нам, конечно, создала ситуация с пожарами, которые находятся в труднодоступных, удаленных районах. В связи с тем, что там тушение пожаров приостанавливалось, сил у нас, естественно, не хватало. Вот эти пожары, они дали активность по задымлению некоторых частей нашей республики. Объединить усилия для борьбы с бездомными животными. В Ленске городская и районная администрации нашли способ решения проблемы бродячих собак, свободно разгуливающих стаями по улицам города. Анна Кожевникова продолжит. Как это странно не звучало бы, но по-прежнему бич нашего времени – бездомные животные. Проблема с отловом и содержанием собак остро стоит во многих регионах страны. И это полномочия регионального уровня, которые вынуждена выполнять городская администрация Ленска. А в этом вопросе немало нюансов. Кто-то стеной встает на защиту бездомных животных, а кто-то страдает от нападения беспризорных собак. Буквально сегодня утром столкнулись с большой стаей собак. Пошла выгуливать собаку с сыном перед садиком, и на нас напали. Собаку пришлось отпустить, ребенка на руки схватила, и подъехала машина, помогли отогнать. Но очень опасно, конечно, в нашем районе. На площадку с детьми опасно. И своя собака, она всегда на поводке. Семья Дениса и Арины Ивановых живет в центре города. Но даже здесь стаи собак хозяйничают возле мусорных контейнеров и на прилегающей территории. Уже задумаешься, отпускать ли ребенка на площадку. Детей опасно из дома выпускать. Все время собакой выгуливаем, ходим, нападают, лают. Каждое утро выхожу выносить мусор, и там постоянно вокруг мусорного бака свалка. Они там везде трутся, даже, не знаю, опасно как минимум. Желающие заниматься отловом бездомных животных в очереди не выстраиваются. Подрядчики часто меняются. Правила по отлову ужесточаются в сторону гуманности по отношению к животным. Уже давно стало понятно всем – нужен приют. В планах у городских властей построить питомник, проект которого уже готов. Но для эксплуатации будущего дома животных необходимы хозяева. В Ленске есть некоммерческие организации этой направленности, которые, возможно, не останутся в стороне. Сегодня они проводят различную работу для сокращения роста бездомных животных. С сентября, то есть учебного года, начнутся уроки доброты в школах, в 5 школах города Ленска. На регулярной основе до конца учебного года они будут проходить. И также у нас там заложено обучение 2 волонтеров курсу зоопсихологии, чтобы нам было легче решать те проблемы, которые возникают у владельцев, из-за которых животные оказываются на улице. Из бюджета района были выделены деньги на приобретение специализированного автомобиля для ловли собак. Машина прибыла в Ленск буквально на днях. Она оборудована объемными клетками для перевозки животных и будет передана подрядчику. Остается надеяться, что комплексный подход к решению актуальной проблемы по борьбе с бездомными животными позволит ленчанам спокойно отпускать своих детей на улицу без опаски, что их ребенок может пострадать от собачьих лап и зубов. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Уже через 2 дня, 1 сентября, несколько тысяч школьников пойдут на торжественные линейки. Но далеко не во всех школах Якутска обеспечена безопасность учащихся. Так, инфраструктурные и дорожные работы в новом микрорайоне могут изрядно помотать нервы учителям, родителям и детям. Репортаж Сусанны Рожиной. Остается буквально пару дней до 1 сентября, но, как мы видим, возле новой школы и детского сада дорожные работы до сих пор еще не завершены. С самого начала строительства новой большой школы на 550 мест в центре спального района Якутска вызывало опасения его жителей. Несовершенная транспортная схема может и вправду создать дорожный коллапс на 203-м. И родители, и руководство школы беспокоят в первую очередь безопасность детей. Ну, я думаю, на сегодняшний день, конечно, негативно, однозначно. Даже сложно подъехать к школе, к детсаду. Но я надеюсь, что до 1 сентября, хотя бы до понедельника, до 2 сентября эти работы закончатся. И наши дети уже пойдут по новому асфальту, по новым дорогам. И не будут обходить все эту тяжелую технику и спецтехнику, из которой всякое льется, там битум, бетон и прочий асфальт. Участок дороги, который прилегает к новой школе АИК ИГАТА, будет закрыт аж до 4 октября. Об этом уведомляет руководство ООО «РДР Групп», который ведет застройку многоквартирного жилого дома на 203-м микрорайоне. Перекрытие дороги связано с прокладкой инженерных сетей. В пятницу там у себя свою часть закроем, то есть у них там, они, оказывается, уже определили стоянки по классам, кто где будет собираться. Знаки уже все нашли, там перекрыто наглухо будет, доступ, к школе доступ будет. То есть они будут, у них же там несколько входов, то есть они будут с любого входа входить. Руководство школы, чтобы предотвратить транспортный коллапс, уже предупредило родителей, где лучше останавливаться. На начало учебы 2 сентября этот вопрос будет решен с нашей стороны уже в волевом порядке. То есть мы уже разместим начальные классы, родители будут парковаться чуть ближе. И схему расстановки мы сделаем. И перенесем вход, который здесь не получается без затора зайти, поэтому перенесем вход. То есть работа со стороны администрации школы ведется в этом направлении. Работа, конечно, ведется, но дело не только в парковочных местах, которые пытается обеспечить школа. Из-за затянувшихся дорожных работ узкие улочки всего жилого квартала перегружены автотранспортом. И это может стать прямой угрозой в первую очередь детям, спешащим в школу пешком или на велосипедах. Сусанна Рожина, Григорий Николаев, Илья Сономятников, Якутск. Профилактика социального сиротства, беспризорности и семейного неблагополучия. В Нерюнгринском районе завершилась акция «Помоги пойти учиться». Насколько готовы к школе дети, расскажет Екатерина Павлова. Тысячи детей по всей стране 1 сентября пойдут в школу. И некоторые семьи в этот период сталкиваются с трудностями в покупке канцелярских товаров, учебников, рюкзаков, одежды и прочих школьных принадлежностей. В связи с этим в рамках операции «Семья» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации проводит акцию «Помоги пойти учиться». На собранные средства были закуплены учебные принадлежности для ребят из многодетных семей. Благодаря собранным силам сотрудников полиции и денежным средствам накануне праздника День знаний подарки получат 20 ребят из 9 семей. В комплекты входят необходимые принадлежности для школы. Надеемся, что дети останутся довольными и с удовольствием пойдут в школу за новыми знаниями. Акция проводится для несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Эта акция проводится не первый год и стала доброй традицией для всех, кто хочет и может оказать реальную адресную социальную помощь нуждающимся семьям при подготовке их детей к новому учебному году. Ребят, мы купили такие небольшие подарки вам к школе. В школе будете хорошо учиться? Да. Пятерки будете получать? Да. А я буду приходить и дневник проверять, да? Да. И вы меня будете радовать хорошими знаниями, да? Ребят? Дневника нету? У меня есть. Фу, не поверишь. Я об этом мы позаботились. У тебя будет вот такой красивый дневник. И к нему обложка. Да. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской районной администрации обратилась к главам поселений и руководителям органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних с предложениями об организации посещения семей с детьми, состоящих на профилактическом учете, оказания семьям конкретной помощи, в том числе в трудоустройстве взрослых и несовершеннолетних детей, оказании психолого-педагогической и медицинской помощи, определение списка семей, нуждающихся в оказании материальной поддержки при подготовке
подготовки детей к школе, включая первоклассников и детей дошкольного возраста. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Готовится к учебному году в эти дни образовательные учреждения Алданского района. Там детская школа искусств имени Никитина откроет новый сезон с новым директором. О творческих планах руководителя узнавал Руслан Павлов. Ирина Александровна Петунина в Алданском районе в представлении не нуждается. Ее знают как отличного организатора, творческую личность и лидера, готового вдохновить и повести за собой любой коллектив. Она очень активная, ее видно на всех мероприятиях. Она развивается всегда в себе и окружающим дает положительные эмоции. У нас очень хороший коллектив, у нас талантливые педагоги. И поэтому я думаю, что Ирине Александровне будет легко работать с таким коллективом. Новый директор попала, как говорят, с корабля на бал. Она возглавила детскую школу искусств в период оптимизации в бюджетной сфере и на пороге нового учебного года, во время, когда все бурлит и кажется, что вокруг хаос. Однако со стороны процесс идет в рабочем режиме. Совместная работа, совместный контакт, чтобы это была команда, это все-таки зависит от руководства. Поэтому мы надеемся, что новый руководитель Ирина Александровна, которую мы поприветствовали на нашей встрече на первой, я думаю, что она справится. Она человек очень активный, мы ее знаем и очень рады, что она пришла к нам в наш коллектив. Сама Ирина Александровна внешне спокойна, собрана и готова к новому плаванию на волнах музыки и творчества. Тем более, что коллектив школы встретил ее радушно, да и знаком с ней не понаслышке. Ой, планы есть, но можно я пока по этому помолчу, потому что у меня, знаете, у меня такое всегда предубеждение, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот поэтому я пока умолчу, хотя планы есть. Пусть это будет небольшая интрига, и мы об этом поговорим лучше, когда, где-нибудь уже в конце года или в начале следующего года. Тогда уже можно какие-то небольшие итоги будет подвести. Вот. И потом, сами же понимаете, любые планы, они реализуются тогда, когда будет работа команды. Я человек команды, и я никогда не работала одна, всегда меня окружили единомышленники. Я очень надеюсь найти их в лице своих коллег. По словам Ирины Петуниной, именно школа искусств имени Никитина, которую она в свое время окончила по классу фортепиано, дала ей импульс к творческому развитию, что во многом повлияло на карьеру и судьбу нового директора. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.